Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Мы с огромной радостью представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста о театральном искусстве Якутии с Валентиной Чусовской, театральным критиком, кандидатом философских наук. В этот раз речь пойдет о легендарном спектакле «Желанный голубой берег мой» по повести Чингиза Айтматова в постановке режиссера Андрея Борисова. Самый известный, титулованный и любимый зрителям спектакль живет на сцене вот уже 39 лет. За это время сменилось два состава, два поколения актеров. «Желанный берег» – обладатель государственной премии Советского Союза. Спектакль видели во всех больших городах страны, а также в Хельсинки, Мехико, Чикаго. Валентина Александровна, как настоящий летописец Сахатеатра, написала не одну статью о триумфальной постановке, а также о «Желанном береге» говорится, конечно, в отдельных книгах автора. Она четко, логично и вместе с тем поэтично рассказывает о том пути, который был проложен легендарным спектаклем, во многом предопределившим судьбу театрального искусства всей Якутии, в частности, появление театра Олонхо. Итак, в этом выпуске о «Желанном голубом береге» и об истоках театра Олонхо. Если говорить об истоках театра Олонхо, то, конечно, тут нельзя обойти и предшественников Федота Потапова. Сам Андрей Савич говорил, если бы не было материнского поля Чингиза Айтматова, же новая поэтика пришла в театр, не было бы и «Желанного берега». Если взять еще раньше, Федот Потапов с Гоголевым «Утро Лены» поставили, где много таюка, где уход, по-моему, была сделана попытка уйти от такой советской драмы на национальную тему, как это чаще всего было, а сделать национальный продукт, театральный. Но еще, да, но я думаю, что там был бы, скорее всего, не театр Олонхо, а театр шаманский. Почему? Потому что Иван Гоголев написал по просьбе, заказу, нельзя сказать, они же друзья были с Федотом Потаповым, по его просьбе или по его идее, может быть, пришла, вот я эту историю хорошо не знаю, но он написал книгу «Мистерий», шаманских мистерий. Она так и называется «Мистерии», и после его смерти дочка Лена Ивановна выпустила эту книгу, и я подумала, что вот если бы они были живы оба, и в силе, да, то, наверное, они бы сделали театр Саха, классический театр Саха, быть может, но это был бы не театр Олонхо, а театр шаманских мистерий, как-то вот так. А шаманский театр, он же в Европе как бы исследовался. Если вот вспомнить Антонина Арто, гениального режиссера, поэта, французского писателя, драматурга, театр абсурда у него, он сказал эти великие слова, что театр погряз в тексте, играется текст пьесы, а на самом деле театр рождается на полпути от мысли к жесту. Это ему принадлежащие слова, это европейский режиссер, который искал вот это соединение мысли и жеста у мексиканских шаманов. И он уезжал туда и исследовал для того, чтобы понять природу театра. А у нас-то в Якутии все лежит вот здесь вот близко. А там, конечно, во Франции найди-ка там шамана практикующего, да? Вот. И, значит, вот эти мистерии могли стать основой такого театра идентичной, такой идентичной культуры. Ну и, конечно, вот все вспоминают, говорят, что вы говорите, вот Андрей Борисов. В 1906 году вот в клубе инородцев сыграли Дарья Бергена. Вот это театр Олонхо. Но почему мы не можем считать началом этот театр Олонхо? Это не был профессиональный театр, во-первых. Во-вторых, в нем отсутствовала драматургия. Вот в очерках замечательная книжка есть советская. Это Дмитрий Константинович Максимов, театровед. Он написал очерки истории Якутского драматического театра имени Аюнского. И вот там
он не в плане дискуссии, он просто констатирует, что впервые на сцене действительно в 1906 году была сыграна, значит, сыгран фрагмент 3 сцены из Аланхо. Берген, «Удалой богатырь», да, и он там пишет, либретто, как такового, или текста не было, потому что исполнители были сами аланхасуты, там Кулаковский исполнял, Охлопков исполнял, то есть они знали, и просто они вычленили эти кусочки и, значит, сделали, сыграли в таком реалистическом ключе. Взяли там, значит, битва, возрождение богатыря, по-моему, пир свадебный, вот, по-моему, так описывается. Эта постановка. И, конечно, как исток, как мечта, как мысль о том, что это может быть стать театром, конечно, это очень интересно. Да? Выход. Даже есть, ну, уже узаконили, наверное, что история якутского театра берет начало с 1906 года. Но это дискуссионно, я скажу так. Театральная культура, она, если так идти, она еще раньше. Ну что вот у Серошевского возьмете, он говорит о том, что якуты иногда собираются вместе, чтобы по ролям исполнять аланхо. Несколько аланхасутов собираются и делят между собой роли. И, да, и иногда один исполнитель, значит, несколько ролей играет. То есть, смотрите, какая традиция, да? Поэтому, конечно, сказать, что вот Андрей Исаевич в 2008 году, значит, открыл, значит, по указу Штырова, и вот мы начали историю театра Аланхо, и вот сейчас ему всего 10 лет. Это, с одной стороны, как бы странно звучит, а с другой стороны, это так, потому что профессиональный театр. И вот смотрите, если мы берем 1982 год, 82 год, и спектакль «Желанный голубой берег мой». Вот мы говорили, что в 1906 году не было либретто. И мы говорили, что театр изначально имеет неизменные признаки своего искусства, да, своего языка театра. Он состоит из 3 всего-навсего частей. Это драматургия, драма, то есть действие, драма, выразительные средства и зритель, то есть функции театра в обществе. Зритель. Зачем зритель приходит в театр? Да? И когда мы говорим с точки зрения профессиональный театр или непрофессиональный, мы рассматриваем его, какова драматургия, правильно? Мы же сначала смотрим, какие пьесы играют, или инсценировки написаны, или что. Так вот там, в 1906 году, не было драматургии, а были фрагменты из аланхо, из эпического произведения, исполненное самими аланхасутами. А здесь тоже ведь в «Желанном береге», «Голубой желанный берег мой», по повести Чингиза Айтматова, «Пеги пес, бегущий краем моря», тоже никак никто не называл, что это театр аланхо, правда? Просто по прошествии времени, когда театр аланхо выделился из Сахатеатра, то стало очевидно, что все спектакли Андрея Борисова, начиная с первого, не зря они называют его манифестом, спектакль-манифест, все шаг за шагом ведут к театру аланхо. И вот здесь интересный момент. Как вот берешь текст, да, ну, думаешь, как Борисов сделал из этой повести пьесу. Там же проза, ритмическая проза, она как бы пропета, вот эта вся «Пеги пес». Да? И я смотрю, когда я взяла инсценировку, меня прежде всего удивило, как он написал, Борисов. У него там нет сцена, действие, явление. Композиция он называет все, да?
Но Инсценировка. инсценировка, он пишет стасимы и эпизодии. И я начинаю удивляться и думать, что он имеет в виду. Это же древнегреческая традиция, трагедия в духе Эсхила, Софокла. Вот они писали стасимы, эпизодии. У них был хор, который исполнял вот эти стасимы. Да, стасим — центральная песня, когда на месте стасим. Значит, который рассказывает, да, как вы помните, что с героями происходит, что происходит в другом месте в связи с этим событием. И есть эпизодии, которые представляют собой речевые сцены в древнем греческом театре, в античном театре, в классическом театре, европейском. Вдруг на якутской сцене ставится вещь, которая состоит из стасимов и эпизодиев. Как это выглядит на сцене? На сцене, во-первых, что применялось раньше в театрах и до Борисова, но здесь с особая подача человека от театра. Вы помните, вот, вы видели этот спектакль? Да. Ну вот, значит, помните, когда зачин Кириск выбегает, с мамой играет, воду пьет, плещет, мама кричит: смотри, там в лесу, веди себя хорошо, и там не кричи, не заблудись. И он говорит: мама, ты что, я же в море ухожу, какое там тихо, чтобы злые духи тебя не услышали, значит, не надо, ты в лес едешь. Ну, вот эти уже мифологические какие-то такие моменты, да, начинаем ощущать. И вот лодка перевернутая, старик Орган разговаривает с лодкой. Каяк, мой старый каяк, я знал тебя, когда еще ты был деревом, когда... То есть он всю жизнь знает эту лодку, ты не подведешь меня, если что-то случится. Вот этот человек, который сидит у тебя вот на носу, он должен выжить и так далее. Ну вот примерно такого содержания говорит текст, разговаривая с лодкой. Затем переворачивается это, да, омовение этих людей водой, мы слышим же крики чаек, еще из фойе, когда заходим, шумит море, сети висят рыбацкие там установленные. И вот когда они, значит, омывают свои лица водой, переворачивают лодку, которая оказывается висящей на канатах, отходят назад к самому заднику, задней занавеси, разбегаясь, запрыгивают в эту лодку, и лодка вылетает над первыми рядами, в Старом театре зал маленький, над первыми рядами зрителей, и наверху стоит Кириск, вот, открыв объятия, сияющими глазами. Мальчик, который впервые едет, он уезжает простым мальчишкой и уходит в море, а вернется настоящим взрослым охотником, и вот эти волны, которые... Передняя часть элементарной зубчатой ткани, да, тоже на канатах, раз, опускается, поднимается, и между ними лодка совершает вот эти события, а потом мы видим, вот эти сцены перемежаются выходами человека от театра. Сначала это человек как бы сказитель. Он начинает с зачина. Помните, у Айтматова такой зачин мощный, что от века вода и суша ведут свой извечный бой, ну, жалко, дословно не помню. Он насиль, помните? Вода и земля. И вот этот текст он произносит как сказитель, в сказительской интонации, рассказывает нам. И вот в этот, значит, момент, дескать, вот эти рыбаки отправились не на простую охоту, а взяли с собой мальчика, который должен пройти этот обряд инаугурации, это, говоря современным языком, и да, вернуться, значит, взрослым охотником. Прошел один день, и прошла одна ночь, говорит он, да? И у него бубен в руке. Да. Так, бубен как солнце. Сначала он выходит, как будто солнце стоит с этим бубном. Он в костюме, в таком цивильном, элегантном костюме. Многие играли, сколько актеров играло замечательно это все. Степан Емельянов сначала. Афанасий Семенович. Да, потом Афанасий Федоров.
Потом кто же потом-то играл еще? Аяла Мосов. Сейчас Аяла Мосов. Сейчас кто? По-моему, сейчас Аяла Мосов. Сейчас Аяла Мосов, да. По-моему, еще... Ну, я не всех, наверное, назвала, но вот сцена за сценой перемежаются выходом этого человека, да, сказите, и, значит, постепенно он меняет облик, у него появляются какие-то детали, и в конце концов он обрастает какими-то внешними деталями костюма. В последний раз он выходит в шаманском плаще. То есть преобразование сказителя в шамана. Так, раз. Ритуальное действо. Два. Это инаугурация. Так. И текст, который перевел на якутский язык Иннокентий Аксентьевич, он, вот знаете, даже для человека, который знает очень поверхностно только бытовую якутскую речь, я имею в виду себя, да, я слушаю, и мне кажется, что я слышу гекзаметры. Конечно. Такая возвышенная, поэтичная речь, и у них диалоги между собой, как вот... Потом уже, спустя какое-то время, я спросила Андрея Исаевича, ведь это же могли быть таюки. Он говорит, совершенно точно, потому что они же разговаривают с рыбой-женщиной, он, старик, со звездами, с волнами, с небом. То есть там разговор идет вот, и причем это все идет в мифологическом ключе. Это мифология. Рыба-женщина, мальчик-сирота. Вспомните Ерсохотол, да? Это тоже в поиске своих родителей. Отец, где ты? Да, вот эта тема. И тема старика, который в конце своей жизни, оставляя глоток воды, он не раньше ушел к рыбе-женщине, не позже, а в момент, когда этот глоток воды его понадобится этому мальчику. И он уходит к своей возлюбленной рыбе-женщине вглубь. Значит, как к прародительнице рода и как к единственной возлюбленной. Это же очень интересная тема, да? Вообще архетип. Да. И вот получается, я думаю, вот этот ведущий, это кто? Говорят, там человек от театра обычно. Ну, там выходит, читает прозаический текст, значит, текст, а потом идет действие. Ну, рассказывает, что там будет. Но это же не человек от театра, это сказитель сначала, постепенно преобразовавшийся в шамана. И в конце, когда этот мальчик выжил, когда старик показал дорогу дяде, отцу, значит, и мальчик остался один и услышал все вот такое, так великолепно написано и так великолепно сделана инсценировка и сыграна Ефимом Степановым, когда он с концентрацией всех своих сил, душевных и физических, он как бы реализовывает все, что он знает от старика Аргана. Когда ушел туман и показались звезды, и пролетела птица Агугук, то уже вот эта мифология этой жизни, она становится удивительно современной. Вот ведь что интересно. Удивительно современной. То есть великий туман, это отсутствие ориентиров нравственных, моральных, политических, как угодно скажите. Да. Мы очень долго, не знаю, сейчас у нас есть иллюзия, что мы понимаем, хотя мы, по-моему, всегда ничего не понимаем. Никогда не было. И всегда есть вот эта жажда к желанному голубому берегу. Где я? Где мой дом? Где правда? Где она, эта любовь? Где моя девочка Музлук? Да? Вот это все. И вот... Все время плакать хочу в этом месте. Да. И вот, значит, когда эта мифологическая история разворачивается, и я думаю про сказителя, который стал шаманом, который проводит потом этот обряд, когда выживший этот мальчик возвращается с ковшом, обвешанный этими охотничьими ножами, как амулетами своего отца, дяди и старика Аргана, и говорит о том, что вот, желанный голубой берег мой, я пришел к тебе один. Вот этот момент я начинаю понимать, что это трагедия такая. Я думаю, античная трагедия, я думаю, греческая трагедия. А этот человек от театра, это же хор.
Вы вспомните, Эсхил, Софокл и Еврипид, эти три греческих драматурга, они преобразовывали форму драмы. И сначала хор – это были актеры, их было несколько человек, потом их все становилось меньше, и, наконец, стало возможным роль хора выполнять одному актеру. И вот эта форма, она вот в чистом виде, она выполнена в спектакле «Желанный голубой берег мой». Ну как это? Какой это спектакль? Это что, бытовая драма? Или что это? Разве можно это иначе назвать, чем трагедия, причем трагедия классическая трагедия? Вот ритуал, он всегда связан с мифом. И миф, как раз вот там взято 3 мифа. Мне показалось, что в этом спектакле, но это, правда, я спустя 10-20 лет, сейчас же уже 40 лет он идет на сцене, я вдруг поняла, что это, во-первых, понятно, миф о рыбе-женщине, о прародительнице вот этого рода племени, нифов, да? Это миф о лодке. Вот эта лодка, которая и колыбель, и гроб, и все на свете, да, этот архетипический образ лодки, это и спасение. И оказывается, есть мифы о том, что в лодке остались только после вот этого всемирного потопа и всяких разных катаклизмов осталось 2 человека, мальчик и девочка в лодке. Это миф о жизни, собственно говоря. И вот здесь мы видим Кириска, который приехал к своей девочке, вернулся к Мызлук, да? Мальчик и девочка, там главные, красивые, самые яркие фигуры, да? В этом спектакле. И, естественно, жизнь сохранена. И миф о любви. Вот эта любовь старика к рыбе-женщине, вот в ней смысл любви, вот именно человеческой земной любви. То есть любовь, она не может быть просто симпатией, просто влюбленностью. В ней есть что-то громадное, потайное. Вот все-таки раньше же говорили, что есть вещи сакральные. Были же табу, нельзя было говорить там о каких-то вещах, нельзя было каким-то образом одеваться и так далее. То есть за этим всем лежали, ну это, конечно, теория разветвленная, но тем не менее мы знаем, что какие-то сакральные вещи из нашей жизни ушли. А мне кажется, вот история рыбы-женщины, когда старик рассказывает ее на первом привале, когда еще все благополучно, они, по-моему, подстрелили, да, первое, значит, там морской зверь попал, и они там едят печень, пьют воду, еще можно все это, и старик рассказывает, тот скептик, дядя Мылгун, да, Герасим Васильев, который играет, он посмеивается над ним. В таком смысле, что, ну, сказки старого бобыля, уж не влюблен ли он сам в это, сам придумал себе. И вот это замечание, оно делает еще острее эту тему. Потому что в этом старике есть любовь такая, всеобъемлющая в этом органе. Да? Любовь, и поэтому есть такой момент, что к возлюбленной рыбе-женщине он уходит. Он уходит за своей любовью, если даже нужно уйти для этого, так сказать, в воду. Я не знаю, может быть, это больше такие эмоции, которые не подкрепляются мифом, но мне кажется, в этом и смысл, что миф, он как база, как основа для того, чтобы высказать очень важные современные вещи. Это же объяснение мира, миф. Вот это символическое объяснение мира. Там, где символы, все символы осмысливаются, с одной стороны, вот архетипически одинаково, а с другой стороны, это тоже личное переживание каждого. Личное переживание каждого. Если личное переживание не включается во время мифологического представления, то миф не работает, значит. Вот в чем дело.
премьера, я смотрела второй спектакль, на премьере я не была, а после премьеры, вот Андрей Александрович рассказывал, как он вышел, он годы и годы стоял во время этого спектакля за кулисами, потом перестал, потому что там надо было каждый жест, каждое движение, неправильно дернешь, там лодка, как случилось на 25-летии, лодка же сорвалась. И вот он вышел после премьеры и сказал, что я видел мужчин, которые плакали. И как вот это может быть без личного переживания? Чего он будет плакать? Он поставлен не как обычная драма, где есть элемент импровизации, где актеры могут окрашивать своим, так сказать, личным содержанием роль. Здесь тоже актер свободен, но каждый жест, как в балете, поставлен. Вот они в лодке же, там мизансцена, это вот 4 человека, да? И каждый поворот, каждый вот этот перехват каната, каждое это сделано как танец, можно сказать, потому что каждый жест имеет смысл. Вот смотрите, они уходят в воду, когда, значит, вот, начиная со старика Органа, когда он решил покинуть, его отговаривают, но он решительно опускается за борт, за дальний борт от зрителя, опускается ниже, то есть он как бы приседает, да, и мы видим, что он держится на локтях, вот так опирается и кладет руку на голову киевиска спящего. Вот этот жест, это же не случайный жест. И они все, уходя в воду, снимают нож, втыкают в борт и кладут руку. То есть это тоже ритуал, трижды повторенное действие, жест. Они должны сделать его определенным образом все трое в одной интонации. То есть это не то, что... Да, это вот и прощание, и посвящение, и, собственно говоря, вся пьеса, весь спектакль, вернее, как ритуал сделан. Все, абсолютно. Передача своих жизненных недорешенных своих задач ему. Да, передача вот своей жизни Да. туда, да, своего глотка воды. Ведь что такое глоток воды? Это же тоже символ. Да. Мы же говорим, что когда глоток чистой воды, глоток свежего воздуха, это же в данном случае все конкретно. И вот здесь я нахожу еще одну точку соприкосновения с эстетикой античного театра. У Алексея Федоровича Лосева есть труд «Очерки античного символизма». И вот в этих очерках он доказывает и показывает о том, что символизм в эпоху классическую, в античности, имел то есть телесные интуиции заключались в том, что все символы были телесны. То есть боги, скажем, богиня любви Афродита – это прекрасное женское тело. Все символы были телесны, и всякая телесность, описанная в искусстве, она была символична. Вот так же, если взять Гомера. Все, что происходило, там не только как бы картины исторических событий, но там и символ. И вот мы видим, что здесь лодка, глоток воды, ковш, который повторяет форму большой медведицы, их одеяния свободные, почти хитоны, почти греческие хитоны. Их отсутствие вот такой динамичной мизансцены, когда вот мы, интересно, когда вся площадь сцены занята, когда в одном углу то, наверху это, там, мы смотрим, как жизнь там развивается, что происходит. Здесь совсем другое. Здесь сосредоточенность, и вот Стасим песня на месте, и эпизодий разговорная сцена. Поэтому так много текста, поэтому вот такие каскадами идет этот текст. Вот все в этом спектакле говорит о том, что он принадлежит поэтике классического театра. Я думаю, что после
«Желанного берега», такого спектакля, как будто бы высказавшего вообще все. Что после этого-то, казалось бы. Но Андрея Савича огромная программа была, видимо, это свыше тоже дается. У него же так вот человек Саха, кто он на своей земле, кто он в России, кто он в мире. И вот эта тема осмысления, поиск идентичности ведет его вот по этим спектаклям. Там «Ханидо и Халерха», «Мной оставленные песни», «Алампа-лампа». И вот интересно очень Брехт, «Добрый человек Сезанн». Я думала, он сразу хотел делать вот такой классический театр, потому что я сказала, вот оказывается, откуда Стасима эпизодии? Как можно было эпизодии, первый свой дипломный спектакль писать вот так? Это же сразу установка на греческую трагедию. Он говорит, я не знаю, почему я так написал. И я верю, потому что прошло вот с 82 года, даже 17 лет, пока вот «Кыс Дебелея» поставили. И вот в прошлый раз мы говорили о том, что он сказал, вот я чувствую, что это какой-то особый театр, и что это, вот мы с ним это, вывели это определение, классический театр народа Саха. До этого 17 лет прошло. До 17 лет назад он не мог этого планировать и знать, потому что это был момент истины, что называется. Вот человек сидел вот и сказал, да, вот это какой-то такой, я спросила, классический, он говорит, да. Вот. И поэтому это интуиция, конечно. И вот я-то теоретик, я-то могу 10 лет спустя это осмыслить как-то, и сейчас вот вам рассказывать таким образом. А он ничего, у него какие-то, как у художника, другие импульсы. Мы благодарим Валентину Александровну за столь интересный разбор. В следующем выпуске тема будет продолжена. Хотим напомнить, что подкаст «Код культуры» можно найти в приложениях Яндекс.Мьюзик и Apple Podcast на каналах Национальной библиотеки Якутии, а также на страницах в YouTube и Instagram под названием «Культура Якутии». Выпуск подготовили редакторы Елизавета Мигалкина и Татьяна Павлова. Всего хорошего!